Быстрее отходите. Мам. Здравствуйте. А как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Кирилл. Кирилл, а вы в каком поисковом отряде? Или из какой школы? 22-й. Сколько здесь человек работает? Примерно? 30 где-то? Да. 23. А можете кратко объяснить, что происходит здесь? Ну вы помогаете, в чем вы участвуете? Мы участвуем в акции, вот, убираем мусор. Да. Кирилл, а вас как зовут? Андрей. Андрей, а вас? Павел. И почему вы решили свой выходной день потратить Ну, мы на такое? считаем, что лучше потратить свой выходной не на что-то полезное. Чтобы не на вас? Почему? Чтобы на вас деревья падали, вы решили. А вас как зовут? Настя. Наивная. Настя. Анастасия, пойдемте к нам. 3 мужчины, вы должны помогать. Почему вы в этом участвуете? Вот я прервал вас. Вот, ну, мы хотим потратить свой выходной не на то, чтобы погулять, там, вот, мы это можем делать в любой другой день. Просто хотим помочь там вот, ну, в общем, с пользой свой выходной провести. Круто, спасибо. Уборка леса. Анастасия, куда вы глядите таким взглядом пронизывающим? На мусор? На мусор, вы в работе. Какие у вас планы на сегодняшний день? Что вы должны сделать? Убрать территорию, которая... Потому что все-таки и провести эти выходные с пользой. Спасибо. Я в вашем возрасте такими полезными вещами не занимался. За это вам большое спасибо. Извините, что прервал. Наш традиционный герой интервью. Что мы сегодня хотим успеть сделать? Вы, вернее. Мы хотим убрать эту сегодня территорию в этой стране, желательно вот в этой и в той. Сегодня мы должны успеть, так сказать, многое сделать. Вот. Мы будем еще сюда приходить, убираться, потому что кроме нас сюда больше никто не придет, я так думаю. Вот. И мы здесь будем тут убираться и все. А чтобы девушки, которые будут смотреть и в вас влюбляться, вы не могли бы еще раз представиться, как вас зовут? Дмитрий. Дмитрий. Вот чтобы весной, допустим, пришло вам помогать больше людей в несколько раз, вы приглашаете их? Естественно, вот сейчас ребята подходили, это то есть ученики 22-й школы, это мои помощники. То есть я учусь в 22-й школе, то есть я их набрал как командир. Вот, собрал свой отряд, чтобы было ребятам не так тяжелее. Мы приходили сюда, намного меньше ребят было. Вот, и я подумал, почему бы и не сделать свой отряд. Помощь никогда не помешает. То есть, Если кто-то из тех, кто смотрит наше видео, конечно, это будет выложено в том числе в поисковых пабликах,
какие сложности их могут отпугивать, и вы могли бы их, как сказать, успокоить? Да сложностей тут в принципе нет. Я, допустим, говорю сразу ребятам, то, что мы сюда приходим не просто сидеть, не гулять тут по лагерю, вот. И мы сюда приходим работать в основном. Вот я говорю, куда мы идем вообще и для чего это нужно. Вот. И, то есть, ребята некоторые соглашаются, которые не соглашаются, то есть, допустим, да вот это тяжело, мы не можем это сделать. Я говорю, ну почему вы не можете? Это вроде не так уж тяжело, там, убраться, пару могил тут убрать, тут траву, когда летом подергать, это не очень трудно, тут деревья убрать. Ну, мы не можем, всегда какие-то причины находятся. Вот, и которые ребята согласились, допустим, большое им спасибо. Вот. Они не боятся серьезной работы. Вот, и сил этим ребятам и всего успешного. Всех благ и удачи. Супер, спасибо большое. Ага. От нас все сбежали, сейчас мы их пойдем пугать. Куда все исчезли? Сколько было здесь людей? Отдых пока. Отдых. Сейчас мы отдохнем. Так. Не, пойдем сюда, что можно вот встать вот сюда. Или мы можем Не, не снимай сигарету. Делать, это все потом накидаем, в землю принесем, и нормально будет. Да. Что происходит, Сергей? Ну, как сказать, год назад мы с Алексеем своим, можно сказать, трудом и потом очень там доставались нам вот эти могилы, трудом, можно сказать. Раз нас было очень мало, мы пришли походом просто чисто убраться. И потом как-то моментально, да, это, Алексей, не вру ведь, что у нас не было плана, что прийти и поставить ограды. А, какие ограды? Да, мы хотели прийти просто убраться. Да, хотели прийти. Просто посмотреть вообще, что тут. Да, Тенетку найти. Угу. Давайте колышко. прийти просто убраться, а потом вот так мгновенно думали, что надо оградить, потому что вот прям тропинка шла, она вот прям по этой могиле. И вот 2 дня мы как раз вот эти могилы четвером, потом мы остались вообще троем по обстоятельствам. Руслан Левушкин, он чуть-чуть ногу свою подвернул тогда, и заканчивали уже троем тогда. Я, Алексей, еще там Паша с 22-й школы. И сейчас, когда ломаем эти могилы, нам так жалко, когда мы уже их поставили, Алексей говорит тогда, что, блин, вот скоро надо будет их ломать, потому что, ну, обычно такая, как говорится, последовательность идет в любом деле. Сделаешь что-нибудь, другой придет и посмотрит, блин, а я могу сделать лучше. И он это лучше сделает. Но в данном моменте опять, можно сказать, делаем мы, но уже лучше. Ну, на видеоинтервью это все осталось в нескольких. Вот. И вот оказывается, что вот получилась возможность нам именно купить на 30 тысяч, вот именно оградить почти самую большую могилу среди всех, и вот маленькую, ну 30 тысяч. И нам осталось выиграть 70 тысяч, чтобы оградить вот остальные именно, можно сказать, могилки железными оградами. Вот так получилось. Спасибо. Сколько вы деревьев срубили, как вас зовут еще раз, напомните? Владимир. Тезка. Много срубил уже. Я не знаю, сколько не считал. Ну, штук 15, наверное. Много. Рука устала немного, но так, более-менее. Еще бы. Ведь когда мы срубим, это будет поляна, как раз напоминающая те времена, в которые это, и даже без напоминания, действительно, это будет более смотреться достойно, что здесь не просто заросли и джунгли, а вот территория, которая уже дальше можно работать над ее увековечением. Да, конечно. Сейчас очистим ее, вот более-менее вот уже вот место будет такое вот красивое. Будет очень здесь красиво. Сейчас, как сказал Сергей, то вот ограды будут еще намного вот тут вот лучше. И, конечно, за вот ухаживать вот надо. А сколько вы в поисковом вообще движении? Недавно, может, год. Год. Почему решили? Ну, предложили на первую вахту вот поехал, понравилось. Вот решил продолжить. И поехал я в мае, не в мае, а в конце апреля.
в ростовскую вахту. А если нас посмотрят телезрители, которые сомневаются, стоит ли вот участвовать в этом, что вам больше всего вот нравится в этой работе поисковой? Почему стоит попробовать? Хотя бы на одну вахту, может быть, съездить? Испытать себя. Как бы прочувствовать, как бы вот как наподобие жизни того солдата, который был на войне в палатках жить, работать, как вот солдат тут работал целый день, и ты там также стоишь рано, идешь работать, приходишь очень поздно. Спасибо. А здесь какие отряды у нас? Я вам точно не скажу, вот Сурзаевский и в основном все вот Саранск. Саранский. Ага. Вот Сурзаевский, вот я только сидел. В Рузаевке. А вы слышали, что в Рузаевке ходят слухи, но что там около железнодорожного расстреливали? Там не расстреливали, там когда вот поезд, как мне вот руководитель рассказывал, там поезд вот приезжал, допустим. Ермошев руководитель? Да. Угу. Как вот он приезжает, вот поезд он привозил там, считай, вот не раненых, а уже убитых. Их просто скидывали, они выпадали. Но мне вот так вот рассказывали. Да. Точно есть? Да, те, кто в пути, там тоже без санитарии, там без Да, всего да. или. Ну, а вот скидывали, ну все слухи. Но выстрелы какие-то тоже там слышались. Да, но были. так место захоронения так и не нашли. Да, нет, говорили, что вот находили, но... А, это старое кладбище было, Старое, оказалось, да. А вот вы там всю жизнь живете? Да, всю жизнь. А сколько вам лет? 19. 19. А вы не слышали, там столовая, двухэтажная столовая, белая, что ли, столовая называлась? Двухэтажная, нет, не слышали. Спасибо. Спасибо за интервью. Лёха, тут тоже пройдет. Те ребро до сём снять. Когда... Да без разницы. Нет, нету, нету, сантиметр полтора и сон. Держи забор. Сейчас. Будем играть от этого. Как вы думаете, сколько простоит этот забор, Это забор. Не знаю. если дерево на него не упадет? Дерево не упадет. Да не особо долго, я думаю. А, да. Потому что этот заржавеет, наверное. А как вас зовут? Алексей. Алексей. Вы Сергей рассказал уже, а вы вообще в поисковом деле. Вы на меня не отвлекаетесь, делаете одновременно. Сколько вы в поисковой работе? Я вот с 2014 года. У меня 14 уже. С первого вахты у меня в 2014 году было. Сколько вам тогда лет было? Блин, я уж не помню. По-моему, что-то сейчас 16, приехал и 17 исполнилось. Вот так вот было. И почему вы решили? Чё, как-то предложили сначала в школе, типа, поедешь в поисковую. А я просто знал, у меня одноклассник, он уже ездил. Я по рассказам уже, у меня впечатления были такие большие. Он рассказывает там вообще, вот как работа проходит, что находят. И у меня тоже как глаза горят. Я думал, меня не возьмут вообще. Вот. Я как на этого парня смотрел, а он еще в форме такой зеленый. А с вахты приехал, возбужал такой здоровый. Идет в форме. У него девушки смотрят. Там, не знаю, учителя с ним как-то более поласковые. Были тоже так заходили. Ну как-то это. Первые такие мои намерения были только такие. Тоже хочу быть поисковиком. И съездил. Там много интересных у меня этих было. Ну, вообще, по-другому вообще все ожидания, в общем, это, как сказать, сломало мои. Вот, увидел вообще, что, как вообще там происходит. Думал, что не такой масштаб, конечно, вот, что так просто бойцы лежат. Ну, меня прям это очень сильно задело. Прям это, как я считаю, вот, поисковик — это тот человек, который съездил на вахту, который только своими глазами увидел, а не по рассказам чьим-то. Как-то прям вот задело, и вот раз вахта, вторая вахта. Там уже и общие друзья, и уже ты ждешь там не вот вахта, а встречи с друзьями, там поработать вместе, вот эта атмосфера, вот это вот в лесу, прям в родной лес вернуться, как сказать. Вообще не соединить, типа, чтобы играть как-то в станции. Спасибо вам И большое. они между собой тоже ходят в кино. А вы в какой поисковый отряд ходите? Я вхожу в поисковый отряд в Мордовское патриотическое объединение поиск. Недавно, да? Да, совсем недавно, с этого года. А вы вот своим ровесникам, если они, кто-то из них посмотрит, но сомневается, стоит ли пойти попробовать школу молодого поисковика, или съездить на вахту, там, или пообщаться, познакомиться, вы бы им что посоветовали? Я бы посоветовал, во-первых, попробовать
пройти школу поисковика, узнать, что это такое, потому что в школе поисковика именно расскажут, что это, что мы делаем, чем занимаемся, какие мероприятия проходят и так и далее. А далее, если, так сказать, это зацепит, это понравится, можно на вахту уже съездить. Не обязательно сразу ехать на вахту там международного уровня, как у меня была последняя. Просто на вахту или просто хотя бы с каким-нибудь отрядом выйти на работу. Допустим, у нас, вот я выходил, первая моя работа такая масштабная была, это Чуфарова, то же самое, захоронение репрессированных. Сходил, посмотрел, очень понравилось, очень зацепило. После этого понял, что надо дальше идти, дальше только интересней. И вот теперь уже заключаем вторая вахта. Круто. А вас как зовут? Меня зовут Дмитрий. Дмитрий, спасибо большое. Мешаю я вам работать, но вот скажите, пожалуйста, вы были уже в середине 2000-х тоже здесь, да? Нет, позже. Позже, ну в конце 2000-х. Я не помню, в каком году где-то. Ну лет 10 назад. Да? Лет 7 назад. Меньше. Ну, 7-6 лет. А вас как зовут? Александр. Александр. И вы здесь тоже производили очистку, облагораживания территории, да? Да. Сколько вас человек было, кто вам попросил, поручил? Мы были во главе с Николаем Андреевичем Ключинкиным. И как бы нас не заставляют, а здесь Инициатива. просто сказали то, что собирается сводный отряд мордовский. И мы добровольцами тоже. И чем отличалась тогда и сейчас территория? Ну, сейчас более благоустроено. Тогда мы пришли, здесь было все захламлено ветками, вот этим сухостоем. Сейчас намного чище стало. А вы вот рады, что вот особенно некоторые поисковики возобновили деревянное ограждение и вот тоже начали организовывать, вы их поддерживаете в этом, да? Да, конечно. Полностью. И вот что бы вы нашим зрителям, которые тоже хотели бы, может быть, поучаствовать в поисковом движении, узнать, что это такое, тоже себя попробовать, как бы вам, какие поддерживающие слова сказали? Я думаю, надо любить свою родину и любить, быть настоящим патриотом своей родины и показывать подрастающему поколению хороший пример, положительный. Помнить историю, помнить дедов своих, чтить память. И вот такими делами и надо как-то показывать свою любовь к родине, патриотизму. Только такими делами. Спасибо вам большое. Больше вам мешать не буду. Сергей, там они отдыхают, обедают, спят, ужинают, что делают? Кто они? Да. Сачкуют. У нас обычно кто не работает, Нет, ну куда все сбежали? Не, просто отдохнуть, просто Отдохнуть. чисто, чтобы это... Или там что-то вкусное у них есть? Там, ну, компот он варится, вот, и Александр Ильич компот варит. В принципе, отдохнуть, ребята, что, сразу и таким нагрузкам очень трудно Согласен. привыкнуть. А расскажи об Александре Ильиче. Александр Ильич, я с ним познакомился, ну, абсолютно недавно, он был, наверное, в походе, в июле, который был в походе. Мужик очень классный. Дима не даст соврать, да, я Дима? Вот. Чтобы это мое мнение подтвердить, я вот Диму спрошу. Не дал соврать. Вообще очень ответственный мужик, очень правильный, слова его правильно. Вот сейчас стал руководителем отряда, недавно, наверное, полгода. Вот. Вообще просто мировой мужик. Вот это Ильич. Вот. У него с ногой проблемы были. Ну, нам нужны были руководители, которые хотя бы оставались за детьми и смотреть, когда они учатся. Вот Александр Ильич не сделал себе операцию, поехал на экспедицию. И когда даже уже В августе, да? Да. Учеба закончилась, Александр Ильич за всеми уже сзади шел на раскопки, участвовал сам в раскопках. Хотя легко мог оправдаться. У меня нога болит. У него реально нога болела очень сильно, у него там операция скоро вот будет. Вот, я просто очень сильно уважаю вот именно этого мужика, потому что, несмотря на боль, он ходил, все же показывал детям пример, что вот мужик, он русский. Вот так. Сколько у вас здесь участников? Сейчас, наверное, по 30, наверное, вот идет. Какие представители каких отрядов? Представители, я с отряда «Живая память», Леша с отряда «Живая память», Саня приехал с Качкурова, Дима только что тоже вступил в отряд «Живая память», сам он с Дубенок.
тут МГПИ, тут еще РПА, тут еще городской отряд. 28-я, 22-я школа. 28-я, 22-я школа. Тут еще бронепоезд приехал именно с Рузаевки. Очень прям это обширная у нас, это можно сказать, прям такая команда очень хорошая прям собралась. Так что мы, думаю, многое сделаем за вот короткий такой период, за вот 2 дня. А как вы собрали так много людей? У нас чисто, если могли, вот захотели собрать много, мы бы их собрали легко. А до этого у нас еще было больше, да? Еще больше, в принципе, народ собрать среди поисковиков вообще никакого труда не составляет, да? А у нас обычно вывешивается запись в актив МРПО, вывешивается запись в патриотическое мнение поиск, и ребята смотрят. Вот Саня увидел, он приехал, да, по своей воле, потому что вот, хочется посмотреть, хочется помочь. Вот также приехал и Вова с бронепоезда, вот. И приезжали еще ребята из того похода, очень, вот Иван Алексеевич. Вот. У нас никого мы тут не принуждали, и даже смысла нет принуждать человека заниматься вот таким благородным делом. Хочет человек поработать, хочет именно сделать хорошее дело, приходит. И все тут, вот эти 30 человек, никого не заставляли, никого не просили приходить. Вот пришли ребята и все. А вечером у вас будет, как это называется, со свечой памяти? Это как? Свеча памяти. Ну, вот год назад мы тоже вот, первый раз, наверное, и проведена тут свеча памяти. Я, Алексей тогда был, Паша был. В октябре? Руслан, да, в октябре, тогда мы когда первый раз ходили, мы первый раз провели как раз свечу памяти. Вот. И каждый раз, когда мы уже именно собираемся тут, мы вот эту, можно сказать, маленькую такую традицию, которую зародили, мы именно ее, как говорится, делаем. Потому что цветы тут уже не возложишь, можно сказать, а вот свечи это самое то, я думаю. А те, кто не видел это мероприятие, как это происходит? В принципе, вот именно есть где крест, мы именно оттуда начинаем, встаем буквой П или просто встаем. Кто-то из нас, можно сказать, говорит слова, почему, как, да. Проходит у нас минута молчания именно по людям, которые тут погибли. Именно, вот. И уже каждый ходит и на могилку ставит, вот, можно сказать, частицу вот тепла, которому не хватало вот этого тепла, можно. Вот ставит именно вот этот свет, все, человек умер, да? Света больше нет, можно его в жизни. А вот эта маленькая свеча, может где-то она вот, человека видит издалека, видит на свое место и смотрит, что эта свеча горит, значит, память о нем хотя бы есть, хотя бы вот среди нас. Я думаю, вот где-то это, думаю, есть, вот где-то, вот где-то. Есть ли оно точно, вот этого не могу сказать. Но может как-нибудь это увидим, может поймем когда-нибудь. А во сколько вы пришли сегодня? Сегодня мы пришли в 9, мы вышли с молодежного центра, наверное, 10:30. Мы уже тут расставляли палатки, где-то в 10, наверное, пришли. Вот прям на узелке. Вот. Сегодня с ночевкой? С ночевкой, да, потому что хочется допоздна, во-первых, работать, а если будешь уходить, это уже, можно сказать, чуть не несколько часов собирать обратно. Утром встали, поработали. Вот, и опять пошли дела свои делать, домашние, хотя бы чуть-чуть побыть дома, некоторым ребятам дома чуть-чуть в воскресенье. Вот. Ну, вот сейчас ребята устанавливают работу. Я думаю, прям приличненько, да, смотрится так. Да. Как еще даст возможности, финансы, может еще мемориал нас, можно сказать, да. За наш труд, может еще нас облагодарит. Мы еще огородим эти могилы. Вот это будет прям шик-блеск. А вторую заявку отправил уже? Вторую заявку нет, в принципе, я написал, я завтра, хотел да? сделать, чтобы как по-честному, не знаю, как, не по-честному, как я вот так думаю, я отправлю итоговый отчет, и за ним потом как-то уже так отправлю следующий грант. Я думаю, то есть не по электронной почте, а... По электронной почте. Ну, завтра последний день. Чего завтра, да, последний день. Успеешь, да? Я прикрепляю ссылки, которые с этого похода, и уже отправляю итоговый отчет, и через некоторое время отправляю, что новый конкурс. Что мы с этим конкурсом справились, и подаем на новый. Я вот так пока думаю. А справились, не справились, там еще решают. Ну, итоговый отчет есть, я думаю, в принципе, не должны это облажаться. Вот. Спасибо. Парни, давай, все, за работу! Я не знаю, ищите, там они! В пакете каком-то! В пакетах каких-то!
Вам повезло. Вы первые попались. А вы не могли представиться? Данил Левин, Ульянкин Юрий. Давно у вас ваш телеканал? Ну где-то год уже. Год, да. Вы у кого примерно берете интервью? Ну вот на таких мероприятиях мы обычно ездим. Вот основа команд наша. Вы... Чем вы здесь занимаетесь? Здесь мы пришли убирать могилы, то есть вот Подготавливать. Мы будем подготавливать, то есть убираем всякие ветки, бревна, чтобы как бы место само было почище на самом деле, потому что это как бы главное дело, то есть это хорошее дело, к которому как бы стремимся таким делам, в общем, заниматься. ну как бы новые знакомства обрести. А как вам кажется, вы сколько успеете за сегодня-завтра? Мне кажется, все. Мы все успеем. Совсем все? Да, мы ребята импульсивные, очень быстрые. Согласен. Спасибо вам большое. Что у нас на ужин сегодня, девчонки? Что на ужин? Сейчас будет обед. Обед. Супчик рыбный. Рыбный суп. Ага. С луком. Ну, суп без лука и без моркови. Какой суп? Это поджарка. А поджарка на сковородке? Нет. В бульоне, да? Все делаем в полевых условиях. Я не пришли ножик. Пей, глотай. Все для супа, да? Все для победы. Морковь, лук, картошка, очки, ведро, косички. Ножики, да. Мусорный пакет. Девчонки, дайте мне какой-нибудь другой нож. А если ваш суп не понравится, представляете? Понравится, сами там все сделаете. У меня есть нож в руках. Вы поосторожней с такими словами. Беру славу на знать. Сегодня не надо съесть помидора. Вы самый главный шеф-повар, да, ответственный за, чтобы никто не перепутал. Вот вы кого сейчас кормите? Чем они там занимаются? Расскажите, пожалуйста. Они а что они делают? Они убирают деревья, сухие ветки и мусор. Что дерево сгорело? Вот бред на камеру не несите. Нет, ну живые люди. Дай себе картошку тогда. Я не дам, у меня нету, у меня камера в руках. Сама достанешь. Ну, какие же все. Только суп, да, или что-то еще у нас? Девушки, ускоряемся. Ведром нет, именно с картошкой ускоряйся. Вас в разведку можно, вы ни слова не скажете. Партизанки. Спецслужба. Партизан. Суп потом что будет у нас? На ужин? Ну, да. Картошка с чем-нибудь. С капустой, наверное. Помидор, салат сделаем. Вот мы бутерброды ели уже. Еще осталось там что-то? Осталась тушенка. Это на завтрак завтра. С лапшой. Угу. Закрыто, да? Да. Вы хотите покушать, мы можем вас накормить. Всем чем угодно. Еще сейчас компот будем варить после супа. Но я не хочу кушать. Вам все равно придется есть наш суп. Мы вас голодным не отпустим. Вы сегодня с ночевкой, да? Да. А вы? Я буду спать дома в тепличных условиях. Так неинтересно. Да. Лучше на улице, на природе. Дождя мы боялись, но его нет. Ну, слава богу. А с другой стороны, жаль. Почему? Почему? Ну, подождем работать удобнее. Почему это? Больше грязи. Шире улыбка. Быстрее ее надо резать. А вам как кажется, вот с вашей едой они сколько успеют сделать? Сколько убрать с территории? Ну, если считать за 1,5 часа, если я не буду так же интенсивно работать, то возможно, что около половины, может быть, меньше половины они сделают. Вы поисковики? Да. Что это значит? Исполнять свой долг. А еще что значит? Вы в каких мероприятиях участвуете? 2 экспедиции я прошла.
Патриотические мероприятия разные. Патриотические какие бывают? Другим детям рассказываем, что такое поиск, почему важно помнить вообще разные войны и жертвы. Не только Великой Отечественной войны, но и разные памятные даты. А кто ни разу не был в экспедициях, вы бы им советовали попробовать? Кто, наоборот, может быть, был Не так, кто не был, но хочет, но боится. по достижению 14-летнего возраста. Ребята, которые готовы работать в любых условиях, они уже готовы есть одной ложкой из одной консервы. Если они готовы это, то да. А если не готовы, то нет. А? Если не готовы, то нет. Если они не готовы есть Просто одной есть люди, ложкой. которые брезгуют. Вот лично я не очень люблю таких людей. Да. С картошкой надо побыстрее. Я стараюсь. Мы вроде уже... Девчонки, картошку только не очень мелко, потому что она разварится. Я крупно резать. Покажи. Хотя бы один кусочек. Чуть-чуть, если покрупнее. Покрупнее даже. А вот если бы вас здесь было раза в 3 больше, вы бы смогли обеспечить всех едой, палатками? Это или это сложно? Смотри, как я резать на руках. Хоть сколько смогли бы, да? Максимум будет 37 человек. Он маленький. Да, мне больше нужно. Есть? Тут наш дело. Вот. Настя. Вот что вы стоите? Вам наверняка хочется сказать что-то вот этим людям, которые там сверлят, ее рубят, пилят. Нет, я просто хочу заняться делом, но не знаю каким, потому что травма мешает. Травм получено в ходе? Картошку резать, чистила. Как я вас понимаю? Ну, случайность. Можно картошку сажать, допустим, сейчас посадить? Если не надо ухаживать, чтобы посадить. Вы хотите картошку здесь посадить? Ну где мы здесь Уже участок найдем? поздно сажать картошку. Если сюда летом приехать, и то с картошкой возить не место для посадки картошки. Тем более, да, тем более здесь. А в 30-х годах здесь была поляна и косили траву. Видимо, и кормили скот, мне кажется. Ну, в 30-е годы нас еще не было. Не было вас, да? А вы... Родителей наших не было. Даже Да. Даже бабушки моей не было. А как вас зовут? Меня? Да. Меня зовут Светлана. А не Светлана, как зовут? Да. Меня зовут Екатерина. Екатерина. А вас как зовут? Меня зовут Кира. Еще раз? Кира. Кира. Я все про вас знаю теперь. Если вы знаете... Дождик? Да. А как вас зовут? Настя. Настя? Алина. Алина. Все закончили готовить, да? Нет еще. Как вас зовут? Аня. Аня? Алина. Алина. А где дождь? Я его не вижу. Он будет ночью. Хотя нет, вот я уже его вижу чуть-чуть. Чуть капает. Не надо мне. Не надо, да? Хорошо. Палкой? Во, палкой стоит. Да можно спустить. Ага, то обратно вот так же. И здесь чуть-чуть. Нет, с этой стороны. Нет, с этой стороны. С этой стороны. Капает. Так, Ну, сейчас сильнее. Где веревки? Слишком высоко-то. Чем выше, тем площадь будет меньше. Я вам скажу. А там все будет костер. Так что как бы... Так, шнуры. Давайте начинаем.